По вопросу по цианиду. То есть, опять же, поднимая вопрос, опять же, мы занимаемся каждый день вопросом только Маралдов, но в целом это вопрос, который сейчас тревожит нашу республику и в целом правительство. Хотелось бы отметить. И мы сейчас, проводя работу и направляясь сюда к вам, я данный вопрос также сам поднял. То есть, конечно, вопрос ставит население в части цианида. Я сказал, какие есть аналогии? Есть ли какие-то аналоги, что-то можно ли делать? Я даю ответ сейчас четкий и конкретный, что цианид самый безопасный по сравнению с другими. Вот и все. Цианид — это международная практика, которая применяется не только сейчас, планируется применять здесь, также она применяется и в других регионах нашей страны. И в целом это мировая практика. Вот и все. Сегодня мы отметили, конечно, люди говорят, что там 0,05%, там, это не совсем правильно. Это проектное решение. 0,05% цианида — это раствор, который в течение полугода просто улетучивается, и вот и все. От него нет никакого вреда. И вопрос по рекультивации тоже очень своевременен. Отмечаю, что кодексом экологическим и в целом законодательством предусмотрен спецсчет, специальный счет, который открывается в банках второго уровня, для того, чтобы... Это целевой счет, который направляется должен быть направлен только на рекультивацию. То есть, как бы там ни было, при плановом закрытии этого предприятия, либо вне плановом закрытии, этот счет, в течение которого накапливаются средства, будет направлен на рекультивацию. Однозначно. То есть, использование цианида максимально безопасно, и используется во всем мире, и используется во всех регионах нашей страны. В части вопроса рекультивации, специальный счет — это обязательное условие законодательства. Со стороны экологического законодательства, в принципе, я хотел бы отметить, что и Маралиха Голд, и Маралиха ГРК, и БСМ Продакшн все своевременно получали все разрешения. Хотел бы отметить, что сегодня очень много вопросов задавалось в части отсутствия очистных сооружений, в части дорог и так далее. То есть одни люди задают такие вопросы, другие люди говорят, мы против строительства. А откуда все это возьмется, если нет бюджетных средств? Я отметил сегодня в своем ответе, один Агашка вопрос, когда ставил поставил вопросы в этой части, я ему ответил, что согласно бюджетного кодекса, 50 статья, любое производство, которое производит эмиссии в окружающую среду, он оплачивает, как в виде налога, платежи. И эти платежи могут быть использованы на те самые решения, которые сегодня ставят как вопрос. Вот и все. То есть, опять же, отвечая уже коротко на ваш вопрос, все будет в рамках законодательства. Общественные слушания, если пройдут, они будут приняты, и экологическое решение будет выдано дальше.